Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях режиссер Абхазского драматического театра Адгур Ковы. Добрый вечер. Добрый вечер, Адгур. С Адгуром мы знакомы давно. Еще в юности мы вместе учились в ГИТИСе. Было такое. Я распределился после института, сразу вернулся домой, и меня приняли сперва очередным, естественно, да, как всякого молодого человека, в недавно образовавшийся русский театр юного зрителя. От очередного режиссера до главного директора, художественного руководителя. У меня было такое впечатление, что ты там несколько лет проработал в ТЮЗе, и все. Ну, несколько лет и проработал. 11 лет вообще 11 лет, да. При мне и при Баталии Джопову, который как бы, да, мы вместе работали. Русский театр юного зрителя был преобразован в русский театр драмы, и это вообще-то была моя инициатива, да, я настаивал на этом и долго добивался этого, и добился в конечном счете. К сожалению, ну, как только началась война, грузины первое, что сделали, когда вошли в город, сожгли два здания: Обни и Русского театра. Здание выгорело дотла вместе со всеми нашими архивами, костюмерным цехом, музыкальной, фонотекой богатой, видеотекой, да, и так дальше. То есть эта часть жизни, она завершилась эффектно и красиво. Ну, ты с юмором уже об этом говоришь. Я представляю, какая это была вообще, вот после того, как вы вернулись. Находиться на пепелище, конечно, оно было неприятно. Мы совместными усилиями добились того, чтобы здание уже тогда бывшего грузинского театра перешло бы под юрисдикцию Русского театра драмы. Если бы не удалось этого осуществить, я не знаю, где сейчас располагался бы Русский театр. Наверняка многие из жителей Абхазии вообще не знают, что русский театр претерпел вот столько радикальных изменений. Откуда да. знать, потому что ни архивов не сохранилось, ничего, все сгорело. Мои такие пунктирные сведения о твоей судьбе содержат детали, о которых тоже, может быть, многие не знают. Я знаю, что ты участвовал в военных действиях в Абхазии. Ну, как и все, собственно говоря. И после войны? Ну, после войны у меня была задача, во-первых, найти помещение театру, во-вторых, легализовать остатки коллектива, под все это подвести документальную базу, зафиксировать, да, чтобы дальше уже никто никогда не смог бы отобрать у Русского театра этот его очаг. Какой-то первоначальный ремонт сделать. Это я все осуществил, ну, и решил, что на этом моя задача исчерпана, поставил точку. Почему ты поставил точку? Потому что, ну, как бы при всей благодарности этому периоду своей жизни мне остро не хватало новых впечатлений, новизны. Да. Мне хотелось развиваться, да. Вот в этом поездить, повидать мир, да. Понятно. Я к этому уже, честно говоря, был давно склонен, но в конце концов война, да. Это был послевоенный период, пепелище, как ты сказал. Уже тоже, как бы, естественно, во время войны нельзя было никуда уезжать, а надо было каким-то образом, что ты умеешь, как-то помочь родине. Когда я все это сделал, я почувствовал себя свободным и махнул в неизвестность. А теперь расскажи нам немножко о своей неизвестности, потому что эту часть твоей жизни, ну, уже точно очень многие не знают. Ты много работал, я знаю, работал не только в России, работал за рубежом. Расскажи немножко об этом периоде своей жизни. Такого развития драматический театр, как в России, не получил и не получает нигде. Поэтому, ну, имея по соседству такую грандиозную страну и имея профессию театрального режиссера, мне кажется, ну, странным было бы отказываться от этой возможности, просто окунуться, да, в этот конкурентный, разнообразный и очень интересный мир, да, который представляет собой русская театральная школа. Ну, Ада, я не готовился так специально. Да, это и замечательно, что не просто готовился смотри, специально. какая штука, да, вот у меня на днях, да, состоялась премьера спектакля «Дорогая Памела». А я вот, как всякий педантичный человек, веду подсчет своим спектаклям. И вот в дневнике, в котором это все, я вот записал, это 89-й мой спектакль.
Понимаешь, Ну, это довольно большая цифра, да. И учитывая то, что я редко работал на одном месте, я все время странствовал. Мне было любопытно знакомиться с совершенно новой средой, иногда и языковой новой средой. И мне всегда любопытно было начинать с чистого листа, доказывать, что называется, неизвестности свою состоятельность. Мне вообще это кажется важным для жизни любого человека, не бояться новых вызовов. Одна из задач человека — открывать новые горизонты и не бояться этой неизвестности. ну, для того, чтобы так не только говорить, но и жить, Да. мне кажется, нужно иметь очень хороший профессиональный, ремесленный еще и стержень, потому что каждый раз сталкиваться с новым коллективом. И я просто по твоим спектаклям понимаю, что ты умеешь создать то, что называется актерский ансамбль. Это заслуга режиссера. То есть соединить актеров, драматургию, цвет, свет, музыку в некий единый мир, который существует в своей непрерывности, без профессиональной, ремесленной, крепчайшей руки режиссера, будь ты очень талантливым человеком, безумно талантливым, ты этого не сделаешь. Поэтому каждый раз сталкиваться с новым коллективом, а актер — это зерно этого процесса, о котором я говорю. Ядро, я бы сказал. Ядро, да, ядро. Поэтому, ну, браво. Что мне еще тебе сказать? Спасибо. Я была на репетиции у тебя, я видела, как ты соучаствуешь. Ты на репетиции, ты соучастник процесса. Но когда я смотрела готовый спектакль, одного из соучастников не было, но тем не менее вот это целостное, единое нечто, оно существовало вот так само по себе, с такой легкостью, ну, что говорит о профессионализме. Режиссера не должно быть видно никогда. Его видно тогда, когда его не видно. Да. Вот какой-то маленький секрет, вот просто, вот открой, в чем это? Это не мои секреты, да, они общеизвестны. Меня воспитывали в системе Станиславского, да, я преподавал по системе Станиславского, я всю жизнь как бы следую системе Станиславского. Для меня это альфа и омега. Ну, для простого зрителя. Для вот простого зрителя словами. тоже существует, понимаешь, такие вещи, скажем, понятие сверхзадача, придуманное Константином Сергеевичем Станиславским, оно вошло вообще в обиход жизни, а это театральный термин, который обозначает высшую цель, к которой должен стремиться режиссер, актер, вообще коллектив. Наша работа людей, включенных в творческий процесс создания драматического спектакля, кажется облегченной. На самом деле это каторжная работа, если работать честно. Честно, это подразумевает, что у тебя должно быть фундаментальное теоретическое образование, да, подкрепленное многолетней практикой, подкрепленное владением ремеслом, постоянно подкрепляемое тем, что ты смотришь чужие спектакли в чужих театрах. Оценивая их, ты сопоставляешь это с тем, как развиваешься ты, поскольку театр — это живой процесс. Если ты отключаешься от того, что происходит вокруг тебя, и замыкаешься на себе, ты, безусловно, отстаешь и начинаешь деградировать. Поэтому тут очень много компонентов, которые ты должен органично в себе культивировать. Я знаю, что немногие этим занимаются, немногие... То есть занимаются этим очень многие. Вообще наше время — это время нашествия дилетантов, да, я его так давно называю, и это печально, конечно. Во все профессии, не только в театральные, ринулись люди, которые вообще никакого понятия не имеют, да, но тем не менее они ринулись и даже составили и составляют карьеры. Такое время, к сожалению. Я всегда был за узкую специализацию, я понимаю, насколько тяжел хлеб, который едят вот люди театральной профессии, и я всегда отношусь очень настороженно, когда в театре начинает царствовать приблизительность, поверхностность, прикрываемая красивыми словами, запомнившимися штампами.
люби искусство в себе, а не себя в искусстве, да. То есть какими-то обрывками, которые где-то как-то слышал, и используешь с умным видом. Ну, ты сейчас, в общем, ответил на один из вопросов, которые я тебе хотела задать, уже на него ответил. Заранее. Заранее, да. И я с тобой вполне согласна, просто сейчас не только в театре, Нет, это везде. и в кино, везде в искусстве. Это, к сожалению, время такое. Да, это наплыв такое, да. вот этого дилетантизма. Нашествие под дилетантов нам, да, прикрытием да. современное искусство, под прикрытием Знаешь, молодежное искусство. да, по моим наблюдениям, человеку, вот, ну, как бы среднему человеку, очень важно, как он выглядит в глазах окружающих. Это свойственно почти всем людям. Когда это становится сверхзадачей, что называется, да, неважны способы, которыми ты этого достигаешь. Да. Ну, это вот царствует вокруг, везде. К большому сожалению, часть людей, которая идет по этому пути, их большинство. Да. Вот такая эпоха. Как ты видишь будущее не только театра, а искусства в этом векторе? Вектор-то нехороший, понимаешь? Да не, ну, это, ну, слушай, ну, театр одно из самых древних искусств. Я говорю о профессиональном, о профессионализме. Я сейчас постараюсь подвести к этому. На моей памяти театр хоронили несколько раз. Сперва хоронили, как бы, что кино как бы будет подавлять театр, вытеснит его и тому подобное. Сейчас кино не в таком случилось. состоянии. В результате российское кино, которое действительно было в советские времена на высочайшем мировом уровне, да, оно превратилось просто в провинциальную безнадегу. Да. А российский театр, который и в советские времена был на ведущих ролях, и по-прежнему на ведущих ролях, Да. кто кого похоронил. Понимаешь? Дальше на моей памяти было, что телевидение похоронит театр. Понимаешь, ну, как бы очевидно совершенно, что этого не происходит. Живое творчество живых людей будет востребовано всегда, во все времена, и в хорошие, и в плохие. Ну, я тебе что могу на это сказать? Вот сегодня в Абхазии, наверное, театр, тот костяк абхазского театра, который есть, и вот спектакль, который ты поставила, который я видела на днях, это свидетельство тому, что какие бы ни были сложные времена, не только в нашей стране, но и в мире, вот это зерно, вот профессиональное, здоровое, которое есть сегодня в нашем национальном театре, оно живо, и оно может прорастать дальше. Я бы поспорил. Мне кажется, Национальный театр как раз находится в крайне бедственном положении. Никакого здравого зерна я там не вижу. Да. С другой стороны, я вижу, что в народе, да, велик интерес к театру. И, конечно, по сравнению с советскими временами это небо и земля. Тут заслуга, конечно же, Ираклия Хиндберг, да, который ввел в Абхазии моду на то, чтобы ходить в театре. Вот на посещение да, театра. на посещение театра. И сейчас ходят просто на все спектакли и всегда, неважно какого качества, да, и так дальше. Я поставил в Абхазском театре за пару лет 2 спектакля разных, да, «Ромео и Джульетта» и «Дорогая Памела». И там были аншлаги, и здесь я вижу аншлаги, и я думаю, они будут продолжаться. Это не означает, что мы хороши, это означает, что зрители хороши, что зрителям хочется ходить в театр. Но сам Абхазский театр находится в многолетнем, я сейчас очень мягко выражусь, творческом кризисе, и конца и края этому не видно. Коллектив Абхазского театра мертв. Он как бы подает признаки жизни, да, но эти признаки жизни невозможно реанимировать. Совершенно невозможно, но нам... ты же поставил спектакль. Нет, можно поставить один или другой спектакль. Можно добиться какого-то локального успеха на временном каком-то отрезке. Но в Абхазском театре очень много системных ошибок и системной болезни. Получается, что это огромный коллектив, который пребывает просто в абсолютно профессионально непригодном состоянии. Поставить один отдельно взятый спектакль можно, но это будет стоить тонны крови и море пота. Так нам что, закрыть театр? Как нам быть? Ты видишь какой-то выход, Да, какой-то рациональный выход. И, для этого надо сделать 3 вещи. Первое. Расформировать полностью коллектив Абхазского государственного драматического театра. 100%. Да. Сверху донизу. Второе.
назначить новое руководство. Третье. Поручить Руководство административное? Нет, безусловно. Прежде всего, это театр вообще-то, это не административное Да, заведение. руководство это как-то Если- уже бюрократический термин. Ну, он такой, он так записан в деловых бумагах. Как его еще назвать? Да? Понимаешь, ну, хорошо, я назову. Нужно назначить новое художественное руководство. Вот То, так. которое сочтет нужным назначить учредитель. Вот, Да. да, уже понятно. Да. И поручить этому новому художественному руководству собрать заново Творческий коллектив. И не только творческий, и цеха, и административный персонал. Это огромное здание, которое требует большого коллектива. Понимаешь? И оно требует во всех сферах профессионалов, а не случайных людей. А да. какая проблема вот это все совершить? Проблема в том, что, ну, скажем, понимаешь, мне это не под силу совершить в силу того, что, ну, как бы моя должность не располагает к тому. Я тот, кого надо сокращать, ликвидировать. Я считаю, что ни один человек, которого сейчас, может быть, назначат, да, руководителем, я это буду, или ты это будешь, или Станиславского реинкарнируют как-то. Формальное назначение нового руководства не поможет театру. Театру Первый поможет расформировать. только революция. Революция. Да, только То есть революция. Только полная. Почему? Объясняю. Потому что коллектив, который существует, большой коллектив, на сегодняшний день просто, как бы это сказать, помягче слова какие выбрать, коллектив ошалел от безнаказанности, от безответственности. Люди совершенно спокойно могут не приходить на репетиции, срывать спектакли, срывать запланированные фестивали, гастроли. Люди по каждому поводу готовы устроить забастовки, голодовки, митинги, писать письма. Да? То есть как бы вместо того, чтобы служить театру, в Абхазском театре по сумме множества причин на сегодняшний день возникла ситуация, когда коллектив театра не служит театру, а обслуживает сам себя. Как индивидуально, так и по группкам. Для актера, если он актер, для режиссера, если он режиссер, служить театру – это высшее, что может быть в этой жизни. Ради того, чтобы служить театру, он готов пренебречь всем остальным, включая материальные блага и финансовые как бы возможности. Здесь, в Абхазском театре, эта логика нарушена. Здесь она вывернута ровно наоборот. И здесь еще что я хочу сказать. Невозможно найти правых и виноватых. И невозможно на кого-то возложить главную вину. И невозможно кого-то назвать абсолютно безгрешным. Здесь в той или иной степени в этой деградации принимали участие все. Поэтому, на мой взгляд, будет справедливым, если накажут всех. Естественно, мы не так богаты кадрами, да, особенно актерскими кадрами. 100% убрать одних и набрать других. В России это можно сделать. В Абхазии это сделать невозможно. Но хотя бы этот холодный душ отрезвит тех людей, которых новое художественное руководство готово будет вернуть обратно на работу. У нас должны быть контракты, в которых четко прописаны наши права и наши обязанности. Ну, по-моему, в России уже так, да? Да, вот да уже, во всем мире вообще уже так. Во всем мире просто уже так, да. чтобы актер получал деньги за то, что Нет, просто он такой там богадельни числится. нигде не существует уже. Я думаю, что надо ставить об этом серьезно вопрос. Да, я думаю, что в руководстве страны находятся вообще-то грамотные и умные люди. Я думаю, они все это прекрасно видят, и им объяснять белое им, это белое. наверное, не до этого, если мы будем Возможно, почаще говорить об этом. Поскольку они не театральные люди, они не ходят каждый день в театр. Возможно, у них есть иллюзия, что надо назначить новым руководителем правильного человека, и вдруг все остальное нормализуется. Моя задача, да, в том числе
находится в том, что это иллюзия, объяснять, что это иллюзия. Ты сегодня здесь находишься и говоришь вообще об этом, и как ты об этом говоришь, потому что это в тебе болит. Потому Ну, что конечно, это во мне болит. Слушай, это мой мой отец родина. один из основателей этого театра, понимаешь, Вот. да? Я просто из личных рук, да, я их всех знал, всех этих отцов-основателей, я их всех помню, я все эти истории помню. Мне с детства рассказывали, как все это создавалось, понимаешь? Я вырос в этой атмосфере, в конце концов так получилось, что я в 6 лет впервые в жизни вышел на профессиональную сцену, это была сцена Абхазского театра. Мой старший брат много лет руководил этим театром, мой дядя работал в этом театре, ну, куча моих родственников, друзей, понимаешь, это мой второй дом. Конечно, я не безразличен. Я вижу, за счет чего можно вылечить театр. Я думаю, что это лекарство единственное. И это лекарство, к сожалению, через хирургию, а не через терапию. В любом случае, я думаю, что есть трезвые головы и умные люди, Я надеюсь. Я надеюсь. которые тебя и поддержат в твоей инициативе, и тебе помогут, потому что это наше Тут общее. Я театральный человек. Я знаю, какие мероприятия надо осуществить для того, чтобы начался процесс выздоравливания Абхазского национального театра. Хорошо, ты говоришь о том, что там, где нужно, ты озвучил эту свою идею, да, в каких-то... Дело не в том, что там, где нужно. Просто это моя позиция. Я Да. так считаю. Я считаю это правильным. Там, где Эта меня позиция спрашивают, была я его... озвучена. Нет, я это высказываю всем, кто меня об этом спрашивает. Естественно, когда меня спрашивали, я это говорил. Я это и буду говорить. Все, о чем ты говоришь, это Да. отсутствие элементарной личной ответственности каждого человека за то, чем К сожалению, он так занимается. было. И так продолжает происходить. Да. Тем не менее, ты режиссер Абхазского театра, у тебя есть какие-то планы. Я вижу, что ты прямо аж на эмоциях аж расстроился. Но все-таки давай немножко так оживим. Не все так плохо. Был хороший спектакль, была хорошая премьера. Мы получили массу эмоций. Ада, пойми еще раз. И мои эмоции, они исходят из того, что меня бесит, что я вижу, как это можно исправить. И мне это кажется еще настолько очевидным, хотя я как интеллигентный человек все время подчеркиваю, это мое мнение, это на мой взгляд, да, но на мой взгляд человека, профессионально занимающегося этим уже скоро 40 лет. Понимаешь, человека, который поставил там под 90 спектаклей, да, наверное, это мнение все-таки что-то значит. Да? И, наверное, это не пустое мнение. Да? И еще для человека, который год уже прослужил в коллективе Абхазского театра и уже знает эту ситуацию изнутри. Я не кровожадный. И абсолютно никаких, просто... Я не имею никому, я всех этих ребят, я многих знаю с детства, другие выросли при мне, да, у меня практически со всеми ровные отношения. И когда я говорю, что их всех надо сократить, я говорю и про себя тоже. Нас всех надо сократить. Мы все виноваты, даже я, который меньше года, да, работает в этом коллективе, даже я в этом виноват. Понимаешь? Тут нельзя искать того, что вот, Ада, ты хорошая, а Адгур, ты плохой. Я тебя понимаешь, поняла. да? Просто с чистого листа, только на профессию. Обнулить ситуацию и начать ее с нового листа. Может быть, даже, я бы, честно говоря, и название театра, скорректировал. Я бы, конечно же, сделал бы одно уточнение. Абхазский национальный театр. Конечно. Коротко и ясно. Да. Национальный Потому театр. что по существу это так и есть. Это, безусловно, главный театр республики. Это первый театр республики. И когда к нему отношение как внутри него, так и вокруг него, не как к главному театру, а как к зданию, которое надо экспроприировать, я знаю много претендентов, я знаю, откуда это все растет. Понимаешь, я все это уже знаю. И мне, естественно, я испытываю некое эмоциональное волнение, и я ощущаю себя защитником этого театра. Насколько я могу. Все равно я хочу сказать о том, я к тебе обращаюсь как к режиссеру, вот даже ныне существующего, вот такого театра.
Все-таки ты же собираешься здесь работать? Естественно, кто бы ни был в руководстве, какие бы функции мне ни предлагали, я буду, где бы я ни находился вообще, да, на какой части земного шарика в этот момент, я, естественно, буду всеми силами, всеми способами, которые я располагаю, помогать. Потому что это для меня коллектив не чужой. И этот Ну, театр помогать для ты меня можешь только родной. своей работой. Только в любом качестве. Все-таки какие твои планы? 4 июля у меня была премьера в Волгограде, а 15 апреля у меня вот премьера в Абхазском Да. театре. Тоже была затяжная работа, которая как бы в какой-то момент вообще находилась под вопросом, сможем ли мы ее выпустить или нет. Чтобы поставить спектакль в Абхазском драмтеатре, это вот сейчас это дело сродни подвигу. Вот мини-подвиг произошел. Дальше у меня просто обязательства, которые я отодвигал перед Владикавказом. Я должен туда срочно лететь и должен, наконец, осуществить работу, о которой мы уже давно договаривались и которую я к своему стыду вынужден был все время сдвигать. Да? И надеюсь, после этого у меня будет хотя бы пауза пару месяцев, чтобы я просто, я не знаю, прилег и отдохнул. Потому что слишком уже интенсивный образ жизни, и, честно говоря, я подустал. А после? Будет зависеть от того, какая ситуация будет в Абхазии, какие у меня будут предложения. Ты пока даже не планируешь Нет, ничего? нет, Если нет. мы говорили с тобой пару месяцев назад о каких-то планах, вот ты собирался делать что-то по Дауру Зантари. Существует и краткосрочный план действий, и долгосрочный план действий, в зависимости от того, какая будет ситуация. Мне кажется, обязательно надо открыть при театре абхазскую студию, обязательно надо открыть лабораторию начинающих драматургов, лабораторию начинающих режиссеров. Можно это все делать как бы при том состоянии внутри театра, при том... На данный момент делать там совершенно вообще ничего невозможно. То есть даже да. вот эту молодежную студию, может, просто какие-то вот свежие силы? Хорошо, ты наберешь молодежную студию, и куда ты ее приведешь? Ты в это пространство приведешь, в котором люди, многие люди, да, считают одолжением, что они просто пришли получить зарплату. Значит, ты в этой обстановке будешь воспитывать молодое поколение. Каким ты его воспитаешь? Видимо, сейчас Абхазский театр не главный приоритет. Когда уволился по собственному желанию предыдущий руководитель, генеральный директор Надар Викторович Чанба, да, вот с тех пор театр находится, вот не пойми в чем. Ну, вся страна находится, это из-за эпидемии. Я что хочу сказать. Мне кажется, в этом смысле пауза слишком затянулась. Затянулась. Да? Если не подходит тот вариант, который я как бы считаю правильным, и многие мои коллеги считают правильным, это не я один. Должен быть вариант Б, к которому надо прибегать. Должен быть вариант С, к которому надо прибегать. То есть, любой поступок, да, он лучше бездействия. Давай на чем-то хорошем закончим нашу с тобой беседу. Я хочу, во-первых, тебя поздравить с изумительной премьерой. Спасибо. Ты сделал спектакль для нашей большой актрисы Виолетты Манн. Это была сверхзадача. То есть ты специально для нее подобрал драматургию? Да, ты знаешь, мне вообще казалось несправедливым, поскольку, Виолетту Владимировну, я, слава богу, знаю, всю жизнь. Она природная актриса, она актриса выдающегося масштаба, но при этом у нее очень мало ролей. И последние даже не годы, а десятилетия она фактически была без ролей. Вот за последние, лет 30, если я не ошибаюсь, да, 3 роли, которые она сыграла, это было в моих спектаклях. Актрису такого масштаба вот так держать, что называется, на голодном пайке, да, я просто, у меня в голове не укладывается. У меня была сверхзадача найти для нее роль, да, и чтобы она эту роль сыграла. Я тебе хочу пожелать, чтобы вопреки всему, вопреки всем вот этим вот организационно-бюрократически, политических препятствий, ты находил в себе всегда силы для кого-то. В этот раз это было для Виолетты Манн. Жизнь, она же не для себя, да. Она всегда для других. Вот находи, пожалуйста, вопреки всем, всегда будет не то правительство, не то государство, не тот строй, не та власть. Вот я хочу тебе пожелать, чтобы ты всегда находил вот для кого и выкладывался так, как ты выложился на этом спектакле. Я очень хочу, чтобы ты стал
ставил спектакли здесь у нас с нашими актерами на нашей сцене, какие бы они ни были, прости им все, пожалуйста, потому что они живут столько лет в такой среде, которая, ну вот так вот, вот это актеры, понимаешь, и поэтому вот постарайся, пожалуйста, почаще все-таки работать с этими людьми, с этим коллективом и удивлять нас своими спектаклями. Спасибо. Дай бог, чтобы так получилось. Спасибо.